Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. На днях в Москве состоялась презентация сборника «Перечень документов по истории Абхазии XIX – начала XX веков» по фондам Российского государственного исторического архива. Ответственный составитель издания – координатор Международного молодежного исторического форума «История и архивы. Межгосударственное измерение» Милана Бжаня. В книгу вошли документы по истории административно-территориального деления судопроизводства, финансового и торгового дел Абхазии, а также по истории развития путей сообщения, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения, религии и курортного дела. В 2020 году Координационный совет Международного молодежного исторического форума «История и архивы. Межгосударственное измерение» обратились к информационно-поисковой системе Российского государственного исторического архива для выявления документов по истории Абхазии. Тогда же было выявлено, что в 80-е годы прошлого века сотрудники Центрального государственного исторического архива СССР был подготовлен перечень документов по истории Абхазии конца 18-го, начала 20-х веков специально для Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гуля. И вот в 2020 году на форуме возникла идея о доступе к этим документам и возможности их публикации и предоставлению к ним доступа широких кругов читателей и пользователей. Данные проекты, связанные с восстановлением архивных документов, касающихся Абхазии, особенно важны в связи с тем, что, как все мы хорошо знаем, 22 октября 1992 года войска Госсовета Грузии целенаправленно сожгли Абхазский институт и Государственный архив Абхазии. Книга вышла тиражом в 200 экземпляров, и подготовка ее издания шла около года. О том, кто еще является составителем данного сборника, как прошла презентация в Москве, почему важны такие книги и какие планы по восстановлению архивов еще намечены, мы поговорили с координатором Международного молодежного исторического форума «История и архивы. Межгосударственное измерение» Миланой Бжаня. Здравствуйте, Милана. Мы поздравляем вас с презентацией книги. Расскажите для начала, как происходила эта презентация, кто присутствовал, какие были отзывы. Здравствуйте, Арифа, уважаемые телезрители. Для нас с коллегами большая честь, что выход данной книги вызвал такой интерес у общественности. Презентация состоялась 2 декабря при поддержке московской абхазской диаспоры. Представляли представителям, у нас, получается, президиумом был исполнительный директор московской абхазской диаспоры Даур Барганджи, приглашенные гости, советник, посланник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Татьяна Гулья, представители, член президиума Всемирного Абхазо-Базинского конгресса Беслан Кубахи, а также принимали участие архивисты. Это почетный архивист Российской Федерации, декан факультета архивного дела, историка архивного института Российского государственного гуманитарного университета Тараторкин Филипп, кандидат исторических наук, архивист Свижба Лариса, начальник связи с общественностью Министерства культуры Республики Абхазия Сария Маршан, а также наши студенты, которые обучаются в ведущих российских вузах, представители нашей диаспоры. Действительно, очень приятно, что было очень много теплых слов, пожеланий, поздравлений в адрес Координационного совета Международного молодежно-исторического форума. Также мы получили приветствие и поздравления от лица государства, президента Аслана Георгиевича Бжаня, а также от лица министра культуры Акарба Гудиса Эдуардовича. Письма также отправили из Российского государственного исторического архива, а также посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. Письма поступили также из Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Республики Абхазия. И, конечно, для нас это большая честь, что наш труд с коллегами был оценен на столь высоком уровне.
А теперь уже переходя к самому труду, да, к изданию, к этой книге, расскажите, пожалуйста, о том, что эта книга из себя представляет, этот труд, какие конкретно Мгм. документы туда вошли, это было бы интересно знать. Мгм. В первую очередь, конечно, хотелось бы немножко рассказать про наш форум Международный молодежно-исторический, который был учрежден в 2016 году, и в рамках данного форума мы провели, собственно, издание и презентацию данного перечня. В 2020 году Координационный совет форума обратился в информационно-поисковый базу Российского государственного исторического архива. Тогда же мы выяснили, что в 80-х годах советскими архивистами, непосредственно сотрудниками Российского государственного исторического архива, был подготовлен данный перечень в 4 частях и передан в Абхазский институт языка, литературы и истории. Но так как мы знаем в сложившейся истории новейшей Абхазии 22 октября 1992 года целенаправленно госсоветами, то есть войсками Госсовета Грузии, был сожжен Абхазский институт языка, литературы и истории, так же, как и Госархив Абхазии. И в сложившейся ситуации мы с письмами обратились в первую очередь Федеральное архивное агентство Российской Федерации и Российский государственный исторический архив для того, чтобы данный перечень, подготовленный советскими архивистами 80-х годов и выявлен нашим координационным советом, был издан, на что получили положительный ответ. Хотелось бы также, пользуясь случаем, выразить слова благодарности Федеральному архивному агентству Российской Федерации, коллегам, архивистам из Российского государственного исторического архива. Далее работа велась в течение года. Мы с коллегами Анастасией Князевой и Мальвиной Аргун готовили данный перечень. И, конечно же, данный труд для исследователей, историков имеет важное, колоссальное значение, так как работа, проделана советскими архивистами и нами с коллегами, поможет нашим молодым и в целом тем историкам, которые занимаются изучением истории Абхазии. Этот перечень, конечно, им поможет в их исследованиях. Во-первых, конечно же, позволил данный перечень, уже опубликованный, изданный широкому кругу общественности, то есть с ним можно будет уже ознакомиться в ведущих наших городских библиотеках в Абхазии уже с начала следующего года. Вот. В данный перечень вошли материалы Синода, Сената, Министерства земледелия, Министерства культуры, Министерства юстиции Российской империи. Вот. Это материалы конца 19-го, начала 20-х веков. И, безусловно, это огромный труд исследователей, которые провели такую работу, непосредственно работа архивистов, которые занимались выявлением данных материалов по истории Абхазии в Российском государственном историческом архиве. И подготовленный перечень в 4 частях мы издали как единый перечень документов, то есть можно будет ознакомиться уже в одной изданной книге с этими материалами, которая также состоит отдельно из этих перечней, из предисловия, списка дел, также с документами, которые там представлены. И, безусловно, это очень важно, потому что на сегодняшний день доступ к данному перечню имеют только читатели и исследователи читального зала Российского государственного исторического архива. А теперь нашим исследователям будет упрощена эта работа. Они могут до непосредственно знакомства с источниками уже иметь возможность представления, содержания тех документов, которые представлены в перечне. Милана, у меня также такой вопрос. Наверняка вы знаете такой ресурс, как Апснотека, очень популярный, очень многие им пользуются. И есть ли возможность, допустим, предполагаете ли вы, что, возможно, не сейчас, но в будущем, эта книга также появится в Апснотеке, и она получит еще более широкого, да, читателя, больше доступ, да, к людям, как вам кажется? Да, все верно, Арифа. Безусловно, мы планируем, так как и наши сборники, которые были изданы в 2019 году и презентованы также в Москве, в Абхазии, они, конечно, размещены в таком портале, как Апснотека. И, безусловно, наш труд после уже презентации в Сухуми, которую мы планируем провести после транспортировки данного тиража из Москвы в Абхазию. Вот, непосредственно мы электронные варианты данного перечня можно будет выложить уже
в Апснотеку, и, естественно, исследователи уже могут ознакомиться с этой книгой там. Отлично, то есть нет никакого противоречия, да, с этим, как я понимаю. Абсолютно, да. Да. Все мы работаем с коллегами из института, которые занимаются непосредственно этой базой. Мы консультируемся и просим, чтобы данный труд появился непосредственно уже там, потому что больше исследователей сегодня сидят в всех электронных сетях, цифровизация идет, и поэтому это, безусловно, очень важно, чтобы данные труды, не только наши, вообще наших коллег, которые сдаются, все было доступно в электронном варианте. Милана, у меня другой тоже, как мне кажется, интересный вопрос. И всем понятно, что все, что вы делаете, это очень важно для восстановления архивов, да, вообще Абхазии, особенно после того факта, который вы уже упомянули, да, сожжение государственного архива. И вы уже немало сделали со своими коллегами, которых вы упоминали. Но какие дальнейшие есть планы? И в связи с этим у меня есть и другой вопрос. Ведь архивы, которые важны для нашего государства, находятся далеко не только на территории России, да, ведь существуют, например, архивы в других государствах, я думаю, что и в Турции, и в Армении, и в европейских странах они также, например, существует архив, насколько я помню, Мустаджиха Глыбраты, да, Сарила Куба, который находится в Америке, да, и он тоже важен для нас. Вот какие вообще, это я просто навскидку все это говорю, понятно, что, возможно, у вас есть свои планы, но вот какие они дальше по восстановлению, по дальнейшей работе с архивами и возвращением этих материалов в Абхазию к абхазским читателям По поводу и пользователям? Спасибо за вопрос, Арифа. По поводу проделанной работы, действительно, мы в течение уже 5 лет, нашему форуму в этом году исполнилось 5 лет, была проделана колоссальная работа по выявлению материалов по истории Абхазии в федеральных архивах Российской Федерации. Были подготовлены 2 сборника, и вот в этом году вышел перечень. До этого были организованы выставки, научные конференции, форумы, как и в Абхазии, так и в Российской Федерации. Мы выезжали, собственно, с этими проектами также на международные форумы, где непосредственно презентовали значимость и важность реконструкции архивных фондов Республики Абхазия для документального наследия в целом не только Абхазии, но и мирового. И, безусловно, мы всячески получаем поддержку, так как значимость архива нельзя исключать, потому что уже во всем мире идет такой интерес к источникам, первоисточникам. И здесь хотелось бы, конечно, отметить, что значимость архива как атрибута нужно поднимать. И наше государство в первую очередь должно делать акцент на наш архив, так как действительно это вопрос не только истории, это вопрос защиты национальных интересов, безопасности наших интересов во всем мире. И, конечно же, восстановление и сохранение исторической памяти является важной государственной задачей Абхазии. И действительно решение, которое будет зависеть будущее нашей республики. Вот, поэтому, безусловно, проделана работа, которая у нас уже есть, и в дальнейшем мы там планируем провести ряд других мероприятий уже. Я думаю, что мы непосредственно получим поддержку от государства. И это и законопроекты, которые уже нужно менять и внедрять, конечно же, с 90-х годов все уже меняется, идет цифровизация. Мы должны идти в ногу уже, конечно, современным миром, безусловно. Это работа, которая действительно следует заняться уже непосредственно более масштабно, формируя какой-то координационный совет уже внутри страны с участием ученых, ведущих представителей культуры, науки и политики, потому что эта работа непосредственно связана еще и с дипломатией, потому что вопрос источников, который хранится не только в Российской Федерации, но и в ряд других зарубежных стран, в первую очередь нужно выстраивать дипломатические отношения, а дальше отправлять или делегировать тех специалистов, которые непосредственно занимаются изучением данной тематики, потому что поиск в архивах – это не только, собственно, переговоры или поездки, выявление материалов, это колоссальный труд, определенная специфика. Безусловно, нужно готовить также кадров, потому что изучение истории Абхазии, также выявление этих материалов в зарубежных архивах требует также знания языка. И, безусловно, нужно готовить таких специалистов, которые могут выезжать в эти страны для того, чтобы был осуществлен такой поиск материалов по истории Абхазии, для того, чтобы наша база
источниковедческая была уже наполнена, и вот реконструкция наших фондов и в целом восстановление нашей исторической памяти и историко-культурного наследия нашей страны, она, конечно же, была проделана. И, безусловно, это возможно только в консолидации со всеми специалистами, политиками, научными деятелями, представителями культуры. Эта работа, конечно же, требует особого внимания. Хотелось бы, чтобы представители министерств, всех министерств, потому что архивные документы, как мы знаем, хранятся во всех министерствах, во всех учреждениях нашей страны. Нельзя забывать, что рано или поздно, уважаемые зрители и представители всех министерств, что все документы попадают на хранение в архив. И вот такое внимание мы сегодня обратим на значимость и важность наших архивов. Это вопрос реконструкции, вопрос страхового фонда, который нам необходимо, конечно, обсуждать и создавать такую площадку для исследователей, потому что все вопросы, как и военные, так и природные катаклизмы, они неизбежны, они во всем мире происходят, и мы должны защитить свою историю и свои национальные интересы. Поэтому, конечно же, вопрос историко-культурного наследия, так же как историко-документального наследия, имеет важное значение для развития и будущего, и вообще строительства нашего государства. Милана, спасибо вам огромное, что нашли время и ответили на наши вопросы. И ждем презентации в Сухуми. Спасибо, Арифа, большое. До свидания. Североатлантические устремления Грузии и Украины неприемлемы для Москвы. Саммит министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Стокгольме обозначил жесткие противоречия между Россией и Западом по вопросу расширения НАТО за счет бывших советских республик. Принявший участие в заседании глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал понять, любые дальнейшие интеграционные процессы в контексте Грузии и Украины повлекут за собой жесткую реакцию Москвы. Большой материал, посвященный этой теме, есть на сайте «Эхо Кавказа». Там сообщается, что на итоговой пресс-конференции Лавров более развернуто представил позицию Москвы по вопросу расширения НАТО за счет Киева и Тбилиси. Россия считает себя вправе вмешиваться во внешнюю политику соседних стран, если посчитает, что та политика может угрожать ее безопасности. Глава российского МИД считает, что на стороне Москвы международное право. Цитата. «Знаю мантру, которую повторяют натовцы. Недавно генеральный секретарь Столтенберг озвучивал, что только члены НАТО, Грузия и Украина будут решать, вступать этим странам в Североатлантический альянс или нет. Никто не имеет права вмешиваться». Это продекларированная позиция конкретной группы стран. Напомню, что в международном праве есть иные постулаты, признаваемые всеми базовы. Каждое государство имеет полное право выбирать форму защиты своих законных интересов, безопасности, суверенитета и территориальной целостности. В данном случае есть обязательство, подписанное на высшем уровне всеми западными партнерами Украиной и Грузией, о том, что безопасность неделима. Ни одно государство не имеет права обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других, сказал Лавров. Более того, главный российский дипломат отметил, что именно НАТО спровоцировало нынешние конфликты по периметру российских границ. По словам Лаврова, на протяжении последних 3 десятков лет Запад планомерно пытается окружить Россию буферными государствами, на которых может быть размещена военная инфраструктура США и их ближайших союзников. Вот только, по мнению российского министра, этим Североатлантический альянс делает себя лишь еще более уязвимым. Цитата. «Этот менталитет начал проявляться в 1990-е годы либо вы с нами, либо с Россией. Сейчас он проявляется в позиции НАТО по отношению к принципу неделимости безопасности. Это опять попытка расколоть Европу, затащить в свои ряды как можно больше стран», считает Лавров. НАТО уже скоро их не сможет проглотить. Вместо того, чтобы добавлять безопасность, альянс становится не столь монолитным с точки зрения его изначальной задачи – обеспечения территориальной обороны. Новоприобретения в лице многих восточноевропейских стран нисколько не добавили, даже уменьшили способность НАТО быть боеспособной единицей и активно себя защищать, отметил глава российского МИД. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем по-прежнему продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.